Вітаю всіх на Свабодзе Прэміум. З вами Ганна Соус і мой суразмоўца, медыааналітык, выканаўчы дырэктар арганізацыі Baltic Internet Policy Initiative Михаил Дарашевич. Добрый день, Михаил. Добрый день, Ганна. І давайте паспрабуем сёння адказаць на пытанне, хто такі беларускі антыпрышчэпачнік ці антыпрышчэпачніца. І будзем опірацца на праведзеныя вашай арганізацыі даследавання аб стаўленні беларусаў да вакцынацыі. Ну і я перш чым даць вам слова, хацела некалькі лічбаў прывесці. 42,8% беларусаў адмоўна ставяцца да вакцынацыі ад каранавірусу. Пра гэта сведчаць вынікі даследавання Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук. Вынікі былі абнародаваны ў верасні. Вот калі параўнаць з суседняй краінай, з Расіяй, апошняе пытанне сацыёлагаў расійскага Левада-цэнтру гаворыць пра тое, што катэгарычных праціўнікаў вакцынацыі ў Расіі ад 50 до 55%. І гэтая лічба, кажуць сацыёлагі ў России, не меняется практычна на працягу ўсіх даследаванняў з 2020 году, калі пачалі задаваць гэтае пытанне і калі сама вакцынацыя пачалася. Якія асноўныя вынікі вашага даследавання, якія асноўныя лічбы, наколькі яны супадаюць ці адрозніваюцца з тымі, што я цяпер агучыла? Вы знаете, во-первых, я сразу же сделаю оговорку, что, во-первых, это был опрос интернет-аудитории. То есть мы знаем о том, что уровень проникновения интернета в Беларуси достаточно велик. То есть по официальным данным Национального статистического комитета это 85% в прошлом году было в возрасте 6-72 года. Но, естественно, интернет-аудитория, она все-таки в какой-то части более продвинутая в области знаний о пандемии и о вакцинации. Это первое условие, которое я хотел бы оговорить. Второе условие то, что это были люди в возрасте 18-74 года. Она полностью, выборка соответствует генеральной совокупности белорусской интернет-аудитории по полу, возрасту и региону проживания. Но, конечно, респондентов было большее количество с высшим образованием, что превышает общее количество белорусских интернет-пользователей с высшим образованием и постдипломом. Самые главные цифры, которые вызвали самое большое внимание и интерес к данному исследованию, это то, что 59% из опрошенных сказали, что они не готовы вакцинироваться. И это был август 2021 года. И, конечно, мы сейчас с вами уже разговариваем в начале ноября. Началась стремительно, ворвалась в жизнь белорусов новая волна коронавируса, очень большое количество заболевших, говорят о большом количестве смертей, много дискуссий про способы вакцинации. Не способы вакцинации, а какие использовать вакцины, про какие использовать индивидуальные средства защиты, скажем так, масочный нарратив и дискурс обсуждения в белорусском обществе. И вот эта цифра 59%, она, конечно, достаточно была грустна. Я стараюсь поддерживать оптимизм, что сейчас, может быть, из-за того, что такое большое количество заболевших и всех сопутствующих негативных факторов, люди стали больше задумываться о себе и понимать о том, что вакцинация – это не 100% гарантия защиты от вакцины. Это тоже очень важный, серьезный, коммуникационный во многом случае промах. А то, что она позволяет избежать тяжелых случаев заболевания практически всегда. На самом деле, что еще на какие вещи нужно было бы обратить внимание, о том, что люди, те, которые говорили о том, что они болели, а их тоже достаточно много, из опрошенных это 32%, было тех, которые сказали, что они болели коронавирусом, и эта цифра немного, но увеличилась по сравнению с нашим опросом в мае, где это значение было на уровне 30%. И среди людей, которые перенесли болезнь, из них уже 43% готовы вакцинироваться против 35% из тех, которые не болели.
Если, опять же таки, рассматривать с точки зрения каких-то гендерных характеристик, то да, женщины чаще всего напряженно относятся и не готовы к вакцинированию. И здесь мы как раз, наверное, должны коснуться такого очень важного вопроса причин отказа от вакцинации. Ну так, я вот якраз і хотела перайсці да прычынаў, і тут важныя не толькі прычыны, а тое, дзе людзі атрымліваюць інфармацыю. Паводле вашага даследавання, якімі крыніцамі карыстаюцца беларусы, якія не хочуць вакцынавацца, якія хочуць, якім крыніцам давяраюць, а якім не давяраюць? Вот это очень хороший, интересный вопрос, и действительно удалось соединить и исследования отношения к вакцинации, и исследования, касающиеся медиапотребления. И здесь основные источники информации о пандемии – это сайты в интернете, потом исследуют, это 51% из запрошенных их используют, потом идут социальные сети, это 34%, и потом сарафанное радио, это разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми с 32%. И только затем телевидение 30%, врач 22%, и телеграм-каналы и другие мессенджеры это 17%. Это источники информации о ковиде. Ну и здесь, конечно же, существует очень большое разделение по возрасту. То есть у старшей возрастной группы, которые можно отнести 55-74 среди опрошенных, у них телевидение является вторым источником. И телевидение, как источник информации о пандемии, оно и о вакцинации, оно имеет вообще линейную зависимость. То есть если у молодых людей в возрасте 18-24 года это 17%, то вот уже, как я сказал, у людей в возрасте 55-74 это 43%. И там это все вот от 17 до 43% с ростом с возраста. А с другой стороны, у молодежи 18-24 основной источник информации – это социальные сети. А вот наиболее такой активные группы и вообще, которые такие уже люди, которые родились при интернете, это вот люди в возрасте 25-34 года, у них основной источник – это сайты в интернете или интернет-СМИ. И здесь, если мы посмотрим на корреляцию источников информации с готовностью вакцинироваться, то самая большая, естественно, у тех, кто пользуется официальными сайтами, то ли Всемирной организации здравоохранения, то ли правительственными, то ли так далее. И следующим источником это является врач, телевидение, и, как покажется, неожиданно объявления в общественных местах. Они играют достаточно важную роль. А ці мова, на якой атрымліваюць інфармацыю, адыгрывае ролю, например, вы знаете, белорусская, российская? К сожалению, вот такого вопроса не было, но, к сожалению, но если мы говорим, опять же таки, про тех, кто уже вакцинировался, то у них оказывается, что вот основные источники информации – это как раз были официальные сайты, телевидение и врач. И это люди старшей возрастной группы. То есть люди, которые больше потребляют информацию, у которых, мы предполагаем, более развито критическое мышление, они зачастую в августе, мы, вот еще раз подчеркиваю, потому что искренне надеюсь, что все-таки ситуация изменилась, и люди вакцинируются более активно, имеющимися доступными, скажем так, белорусам вакцинами. Вот. О том, что люди, которые пользуются социальными сетями и телеграм-каналами и мессенджерами как источником информации, они зачастую еще не готовы были вакцинироваться в августе.
Но тут вы знаете, важный момент, он напрямую не связан с темой вакцинации, но в вопросе, который касался выбора источника информации, выборов источников информации, люди говорили о том, что если им не хватает какой-то информации, они зачастую идут на сайты, как я называю, с кириллическим контентом, ну и русскоязычным, да. Эта ситуация касается как и телевидения, так она касается и новостных сайтов. То есть, конечно, лидируют международные новостные сайты, но российские не уступают белорусским новостным сайтам. Ну, это для получения информации. Это касается не только темы пандемии или вакцинации. Скажите, калі ласка, калі вы праводзілі даследавання і вывучалі адказы, якія атрымалі, якія асноўныя прычыны называюцца, чаму людзі не хочуць вакцинавацца? Вы знаете, абсолютное большинство, 61% опрошенных отмечают страх проявления побочных эффектов после применения вакцины. То есть все последующие причины, они имеют меньшее значение. То есть не доверяют вакцине как таковой 39%, но это тоже очень много. Вакцина не защищает от новых видов и штаммов коронавирусной болезни 38%. Не доверяют вакцинам, которые доступны. Это вот группа из 3 вопросов, в которых, в принципе, ответы практически, ну вот процент отказа от вакцинации совпадает. И был у нас вопрос «не доверяют власти», там ответов 31%. Ну и если смотреть распределение по причине отказа, то да, мы можем заметить, что страх побочных эффектов у женщин больше по сравнению с мужчинами. То есть у женщин это 64% против 57% у мужчин. А вот с точки зрения, и да, серьезная разница по поводу не доверяют вакцине, которая доступна, женщины 42% не доверяют, мужчины 33%. И только в одной категории не доверяют власти, это у мужчин 35% против 27% у женщин. И такая же, кстати, разница, ну вот обратная разница о том, что 44% женщин не считают, что вакцина не защищает от новых видов штаммов коронавирусной болезни, а мужчины только 32%. Як бы вы маглі гэта патлумачыць? Ну, так звычайна мяркуецца, што жанчыны часцей ходзяць да дактароў і больш увагі свайму здароўю надаюць, а вот у выпадку вакцинации атрымліваецца наадварот. Но здесь как раз мне кажется, что мы подходим к такому очень важному моменту, о том, что да, женщины все-таки более внимательно, надеюсь, относятся к своему здоровью относительно мужчин, о том, что вот как раз здесь проблема нехватки релевантной информации. То есть и здесь как бы еще вот как бы, кроме того, что вот разница среди гендеров, ну, разница по гендерному признаку, такая же серьезная разница и по возрасту. То есть оказывается, что больше всего побочных эффектов боится молодая аудитория 18-24 года. То есть это 64%, а вот старшая возрастная – это 57%. И здесь мы сделали дополнительное небольшое такое сравнение о том, в каком контексте, как информируют телеграм-каналы, ну, в связи с тем, что это популярный моментальный способ донесения информации сейчас в Беларуси. Мы считаем, что он, конечно, относительно переоцененный, не настолько радикально все белорусы пользуются им как источником информации, но тем не менее, как быстрый способ доставки информации. И вот проанализировав с начала года, например, упоминание первой официально рекомендованной вакцины Всемирной организации здравоохранения, компании Pfizer-BioNTech,
оказалось о том, что больше всего упоминаний об этих вакцинах в телеграм-каналах информационного агентства Белта, телевизионных каналов ОНТ, АТН и так далее. И если смотреть по тональности, по тому, какие были это новости, которые вот рассказывали про данную вакцину Pfizer-BioNTech, то оказалось, что большее количество информации для некоторых телеграммов-каналов, это 70-80%, это однозначно негативная информация. То есть это информация о том, что от побочных эффектов умерли пожилые люди в Норвегии, о том, что у кого-то какие-то имелись побочные эффекты, при том, что это, как вы понимаете, все побочные эффекты и негативные явления, которые случались в странах, в которых это используется вакцина, правильно? В Беларуси, к сожалению, и даже на нынешний момент она недоступна. И второй момент был, конечно, важным. То есть это все сказывается на формировании и на отношении к вакцинам. То есть так как я вот говорил про источники информации, то есть люди, которые потребляют много информации с новостных сайтов, социальных сетей, то есть несколько источников, критически относятся к потребляемой информации, когда они видят о том, что очень много информации о негативных последствиях, о побочных эффектах, оказывается на опасениях и желании вакцинироваться. И здесь источниками информации про вакцину Pfizer вот для этих белорусских телеграм-каналов послужило 3 российских информационных источника. А именно это РИА Новости, Russia Today и ТАСС. То есть если можно предполагать, исходя из каких-нибудь гипотез о том, что российские информационные агентства, рассказывая подробно о побочных эффектах западных относительно них вакцин, пытаются создать позитивный имидж для собственных, то, к сожалению, можно прийти к такому выводу, что из нашего исследования, что люди не лояльны и к спутнику, который и доступен, и который как бы больше, и самое большое количество, естественно, в Беларуси вакцинированных на сейчас момент, но если говорить о тех, кто лояльность, то есть вот у спутника это 24%, а у Pfizer BioNTech это 12%. То есть, с одной стороны, это вроде бы в 2 раза, но с другой стороны, 24% это не настолько много. А если говорить с точки зрения критиков, то у спутника это 42%, а у Pfizer 46%. І мы абсолютно... калі у Беларусі былі даступныя вось гэтай вакцыны, а не только кітайская і расійская, ці было ў адказах на пытанне, наколькі людзі больш былі б гатовыя да вакцынацыі, калі быў бы выбор? Да, то есть если бы была возможность выбора, если было бы выбрать, то есть, вот как раз это те цифры, которые про лояльность точно выберут, это была бы спутник 24%, а Pfizer 12%, AstraZeneca 7%, Moderna 6%. И, к примеру, вот в случае с Модерной, здесь тоже важно сделать такой небольшой комментарий, не касающийся, казалось бы, исследования, потому что я видел, например, негативную информацию о побочных действиях Модерны. К примеру, о том, что ее в каких-то скандинавских странах приостановили из-за побочных действий именно у молодых людей. Но вот здесь мы, получается, сталкиваемся с тем, что Модерна недоступна в Беларуси, и, наверное, с точки зрения коммуникационной кампании, скорее надо было бы рассказывать, насколько инновационна компания Модерна, потому что это компания своего рода Тесла среди вакцин, и они продвинулись очень сильно,
после создания вакцины антиковидной, они сильно продвинулись в создании вакцин от других серьезных заболеваний, ну, к примеру, включая и раковые. Вот, и то есть это я к тому, что если мы рассказываем только о негативных последствиях вакцин, тех, которые нам недоступны, то мы имеем и негативное отношение к самой вакцинации как таковой. Вот. Ну, калі мы, вот я уже як анансавала на пачатку, спрабуем нейкі партрэт такі сярэдняга беларуса беларускі, які хоча ці не хоча прышчапляцца ствараць, то з таго, што вот цяпер прагучала, жанчын болей сярод праціўнікаў вакцынацыі, так, маладыя людзі больш баяцца пабочных эфектаў, і сярод тых, хто супраць, дамінуюць людзі, якія чытаюць расійскія сродкі масавай інфармацыі, так? А калі, ну, вот дадаць яшчэ такі пункт, прыхільнікі пераменаў там ці так званыя ябацькі, ёсць падзел, ці гэты падзел супадае паміж вот тымі, хто за і супраць вакцынацыі? Ну, вы знаете, к сожалению, я не могу никак это прокомментировать, потому что, ну, такого рода вопроса не было. И, ну, я бы здесь исходил из того, что сейчас я придумаю, какой правильно, такой разумный сделать ответ, но мне кажется, что здесь важно было бы, чтобы все люди, не в зависимости от их политических взглядов, они придерживались и умели критически относиться к потребляемой информации. То есть критическое мышление, и оно тесно связано с медиаграмотностью. И, соответственно, когда вы начинаете больше интересоваться вопросом, когда вы не слепо повторяете то, что слышите из одного источника информации, то это оказывается лучше и полезнее для вас, и включая не только ментальное, но и физическое здоровье. Вот. Это к тому, что люди все, вне зависимости от политических взглядов, должны больше ориентироваться и больше использовать различных источников информации. И при этом в таких вопросах, касающихся как здоровья, то это не только должны быть однобокие, ну, то есть только с одной стороны источники информации, их должно быть больше. То есть тут, конечно, можно говорить о том, что не хватает информации белорусской. К примеру, вот свежий, важный на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь в октябре месяце был размещен очень важный, на мой взгляд, ролик про дыхательные упражнения для тех людей, которые перенесли ковид. Мы все знаем о том, что ковид связан очень сильно с заболеваниями дыхательных путей, тяжело это все проходит, тяжелые последствия и так далее. То есть это очень-очень важный ролик, правильно? И этот такой важнейший ролик имеет всего лишь 5000 просмотров, что свидетельствует о том, что нету никакой компании, которая бы поддерживала распространение такой информации, о том, что люди зачастую не знают, что на сайте Министерства здравоохранения, то бишь не на сайте, а в YouTube, что у Министерства здравоохранения есть свой собственный YouTube-канал, на котором размещается полезная для всех людей информация. Вот, на мой взгляд, это грустная история. І магчыма, гэта тлумачыцца яшчэ і тым, што людзі слаба вераць лічбам, якія дае Міністэрства інфармацыі, лічбам захварэлых і лічбам памерлых. Таму і да любой карыснай інфармацыі, якую Міністэрства інфармацыі распаўсюджвае, давер таксама не самы высокі, як мог бы быць. К сожалению, придется согласиться, как мне бы не хотелось. И, естественно, если Министерство здравоохранения делало больше открытых данных, касающихся пандемии, потому что люди не хотят поймать за руку за неправильные цифры. Люди хотят понимать, что происходит. Люди готовы помогать. Люди готовы помогать, и мы видим о том, что как были кампании волонтерские, и вообще вся поддержка, связанная людей друг друга, связанная с пандемией, о том, что люди в тяжелый момент, когда системе здравоохранения не хватало каких-то базовых вещей, и она не справлялась, честно говоря, то как бы людская помощь, она способствовала. И, естественно, если было бы больше открытых данных,
много людей могли бы создавать какие-то продукты или, скажем так, показывать истинное состояние дел с пандемией. Потому что если проанализировать, как распространяется информация о пандемии, о вакцинации, к примеру, даже в соседних с Республикой Беларусь странах, то, естественно, всегда важно смотреть на географический признак. Потому что мы из сарафанного радио знаем о том, что там случилось, там в каком-нибудь районе вспышка, о том, что людей из одного районного центра повезли в другой и так далее. То есть, и когда мы видим карту, и оперативную карту, предположим, созданную из открытых данных, мы больше понимаем о том, где больше риск и куда, может быть, если вам надо ехать, нужно отложить эту поездку и не забывать про доступные средства защиты, индивидуальные средства защиты. Вот рух антипрышчэпнікаў, антываксераў, так званых, глобальная з'ява, так ва ўсіх краінах свету ёсць. Недзе больше, недзе менш. Ці прынцыпова нечым адрозніваецца чалавек у Беларусі, які катэгарычна супраць вакцынацыі, які лічыць, што вот это невядома, што будзе праз 10 гадоў, там аргументы аднолькавыя прыкладна. Там чыпы я ўжо не кажу, але тым не менш пабочныя эфекты. У таго у знаёмага хтосьці памёр ад прышчэпкі, мы не ведаем, што будзе праз 10 гадоў, яны не прайшлі патрэбныя выпрабаванні і гэтак далей. Так, но вот гэтыя все аргументы ва ўсіх краінах аднолькавыя, ці беларусы тут нечым вылучаюцца? Вы знаете, я попытаюсь размышлять по этому вопросу. То есть, конечно, вот если, опять же таки, касаться страшнейшей дезинформации по поводу использования сотовой связи стандарта 5G, то, к счастью, большому Беларуси это не затронуло. Вот мы анализировали в прошлом году летом, конец весны, начало лета, и уже к этому моменту социальные сети, тот же видеохостинг в виде YouTube, они стали блокировать вот эту информацию, которая касалась 5G. И у нас, мне кажется, людей, которые были бы адептами и последователями идеи чипирования, не настолько много. Большую проблему, на мой взгляд, в Беларуси именно может вызывать фактоиды. Фактоиды, то есть откровенные фейки. Я все-таки верю, что белорусское общество – это преимущественно образованные люди, и медиаграмотность, конечно, нужно повышать всем, но достаточно медиаграмотно, и абсолютно грубые фейки, вот как тот же 5G, они не проходят. А вот фактоиды, они могут иметь место, потому что они могут распространяться зачастую исключительно, может, из-за трафика или по каким-то недоумению. Какие-то вещи, это я имею в виду фактоидами, о том, что там сок черноплодной рябины или зубная паста с особых свойств имеют какие-то антиковидные свойства. Вот это есть фактоиды, потому что они опираются не на исследования, за ними нет никакой глубокой базы. То есть это нельзя сказать, что это фейк, но это фактоид. Вот это большая опасность, потому что это может приводить к каким-то, опять же таки, это все может сказываться на самой кампании по вакцинации. Другая вещь, которая, наверное, нужно упомянуть, о том, что действительно существуют, но они тоже имеют очень малое количество просмотров, кампаний по борьбе с использованием масок. Да, я видел целый YouTube-канал, на котором ролики, конференции и даже про объяснение тому, как надо писать о том, что люди не хотят использовать маски и почему их не могут принуждать к этому. И здесь, наверное, вот именно отличие о том, что от каких-то вот таких совсем гремучих фейков, они не имеют такого влияния или, скажем так, такого распространения. Но если смотреть вот на ту информацию, которая есть,
чего люди опасаются? Люди опасаются принудительной вакцинации. Люди опасаются принудительной вакцинации. Возможно, это будет предметом посмотреть то, почему же люди опасаются принудительной вакцинации, какие причины и так далее. Я хотела еще про такую важную речь поговорить. Вот низкий уровень вакцинации на всей постсоветской просторы. Это не только Беларусь, это Россия, это Армения, это Грузия, это Украина. Калі уважліва аналізаваць долю невакцынаваных у краінах Еўразвязу, Ізраілі, Злучаных Штатаў, там таксама шмат выхадцаў з былога Савецкага Саюзу. Як бы вы гэта патлумачылі? Тут не толькі расійская мова, бо Арменіі там і на сваёй мове гавораць, і ў Грузіі на сваёй мове гавораць. Чым тлумачыцца вот весь этот рэгіён постсавецкі, што тут такія нізкія лічбы, так і настолькі вялікі кантраст з тым, што цяпер у той жа Гішпаніі, там Брытанія адбываецца, Францыі. Но вы знаете, вот здесь, как ни парадоксально, я бы связал с двумя вещами. С одной стороны, вот как раз той самой принудительной вакцинации, которая существовала в Советском Союзе, и как бы всем детям делали какие-то прививки, особо не спрашивая их у родителей. И отказаться от них было невозможно. Это с одной стороны. Когда империя не стала и как бы стало возможно отказываться, то поддерживающей кампании о необходимости вакцинации не случилось, то большое количество возникло недостоверной информации. То есть мы переходим к тому, что, с одной стороны, нет какой-то жестких требований принудительной вакцинации, с другой стороны, нет сопровождения важности вакцинации. То есть как коммуникационной кампании, которая бы рассказывала о том, как это важно, о том, сколько это спасло человеческих жизней и так далее. То есть мы видим о том, что и в странах Евросоюза во многом достигнут определенный порог вакцинации, и требуются особые усилия о том, чтобы увеличивалось количество вакцинированных. Если в Беларуси и других постсоветских странах это низкое количество вакцинировавшихся, и мы видим по результатам исследования, насколько много не хотят вакцинироваться, несмотря на очередные волны, новые виды штаммов и так далее коронавирусных, здесь очень-очень важно становится именно рассказывать про вакцинацию, именно про важность, про то, как она спасает жизни людей и так далее. То есть информирование и образование людей – это лучший способ противостоять антиваксерам. Но это мое мнение, конечно. По вашим адчуванням, даследаванне ваше было зроблена ў жніўні, абнародавана ў верасні. Цяпер вельмі шмат людзей хварэе, вельмі шмат, як выглядае, і памірае. Людзі адчуваюць сур'ёзную небяспеку таго, што адбываецца. Па вашых адчуваннях яшчэ дадзеных рэальных няма. Вось гэтыя працэнты змяніліся, вырасла колькасць людзей, якія гатовыя вакцынавацца. Я очень надеюсь, что, конечно, выросло. Я очень на это надеюсь, что люди еще более внимательно начали относиться к своему здоровью, использовать индивидуальные средства защиты. И я очень надеюсь о том, что эти цифры стали лучше с количеством вакцинированных. И мне кажется, что тем, чтобы кампания по вакцинации достигла успеха, это общая задача для всех живущих в Республике Беларусь. Дзякуй вялікі пра даследаванне, пра адносіны беларусаў да вакцынацыі. Мы гаварылі з медыаэкспертам Михаілам Дарашевічам. Дзякуй вам вялікі. Всяго найлепшага. І вам дзякуй. Да пабачэння.